Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы вновь находимся в гостях у Марианы Малардыровой. Мариана, здравствуйте. Добрый день. Напоминаем вам о том, что Мариана у нас непростой человек, да? Мариана у нас уникальный человек, потому что она является одним из тех мастеров, которых у нас в республике очень мало. Это косторез. Ну, помимо того, что она косторез, необходимо сказать о том, что она у нас самоучка. То есть человек, который без творческого образования смог достичь таких успехов и сегодня творит и созидает. Мариана, сегодня мы будем говорить с вами о работе с таким интересным материалом, как бивни мамонта. Да? Угу. Вот у нас сейчас здесь несколько экспонатов, да, это, наверное, правильно их назвать экспонатами, да. Немножко расскажите, что это, да, и почему вдруг вы решили работать с таким интересным материалом. То есть не глина, не пластилин, не, допустим, там, пусть гипс, там, я не знаю, натуральные камни, а вот именно бивни мамонта. Такой сложный вопрос. Ну, даже не знаю. Ну, просто, наверное, понравился материал и то, что из него делают такие необычные вещи, наши косторезы. Угу. То есть вы сначала восхитились работами других мастеров, да? Ну да, как-то очень интересно было. Но глядя на вот эту вещь, сложно представить вообще, что это. Это зуб мамонта. А вам-то он зачем? Ну, вы что-то из него можете сделать? Мне его кто-то отдал, он сильно крошится. И сейчас, кстати, из него тоже делают, но он очень твердый, как камень. И его, по-моему, сейчас я видела, стабилизуют разного цвета и делают, продают и делают там ручки. Ну, это какие-то другие мастера. А так у нас очень часто их используют уже в композиции какой-нибудь, например. Ну сюда статуэтки, да, что-то там поставить, и поэтому это не выбрасывается, это все хранится. Хранится. А вдруг придет идея, да? Муза посетит. Или вот такой кусочек бивня, он тоже плохой сохранности, то есть из него особо ничего не выпилишь. Пористый, да, такой вот? Он весь уже расслоился, такой маленький, это мамонтенка, видимо, маленький, тоненький. Вот, ну тоже когда-нибудь, где-нибудь пригодится. Ну может выступить в качестве вот так подставки для какой-то экспозиции, да? Да, поэтому. Не выбрасывается ничего, не да? Не выбрасывается. И вот здесь. Хранится годами. А это я хотела попробовать отколоть эту деталь, часть. Он слоится, видите, плохой сохранности тоже. Это у него минерал вивьенит, по-моему, называется, синего оттенка. Поэтому это хорошо, вы сохраняете, да, это для своих изделий? Или спиливаете? Оно обычно, как пыль, когда шлифуешь, он стирается, руки мораются. И оно застряло. И с тех пор ни туда и ни сюда. Да, я все забываю попросить вытащить мне кого-нибудь. То есть вы вот так, по сути, вбиваете, откалываете кусочек, и из этого кусочка делаете какое-то изделие, да? Ну, если оно расслаивается, я такие забираю детали и делаю. Ну, то есть вот из такого бивня вы сделать можете сотни украшений, правильно? Ну, из этого я не знаю, сколько получится, ну, потому что большая часть, она уже непригодна, допустим. Крошится, да? Крошится сильно, да. Ну, вот здесь-то плотный материал. Да, вот здесь можно. Ну, это надо идти, чтобы распилили. Вот. Пока что вот так хранится. Хранится. То есть у вас тут, в принципе, такой небольшой склад, да, и каждый материал ждет своей очереди, да? Своего момента. Хорошо, откуда берем образы вот по работе, когда создаем, допустим, тех же животных, птичек, там, да, волков вы любите, да, медведей. Как-то вы просматриваете какой-то определенный материал или вот как хочу, так и делаю? Я художник, я так вижу. Ну, по-разному получается. Например, есть люди, которые прямо определенно говорят, фотографии отправляют. Я, например, там видела ворона, он залетел ко мне во двор, вот он сидит, фотография, вот он взлетел, и я хочу шейное украшение, чтобы вот как раз момент полета вот именно вот такой форме, как я сфотографировала. Я говорю, хорошо, и мы делаем. Или там на природе видел такие нюансы. Я видела там волка или медведя. Он стоял на задних лапах и смотрел на меня, а я типа выбежала из машины и фотографировала. Ну, такие истории интересные бывают. То есть вы можете, в принципе, да, перенести это на... Очень часто вот прямо фотографии показывают и просят. Так проще работать или проще фантазировать самой? Ну, бывает интересно вот так работать. Потому что это все-таки человек испытал какой-то опыт, получил. И он так рассказывает, воодушевленный часто бывает. Поэтому
стараемся повторить. Мгм. Хорошо, ну, допустим, материал у вас есть. Здесь все откололось, пластинки от бивня мамонта у вас есть. Далее приходит человек со своим эскизом, хочу вот, допустим, птичку, да? Следующий этап у нас какой? Ну, если эскиз утвержден, то мы обговариваем, какой материал он хочет. И я еще вот из черного дерева делаю воронов, например. И всем очень нравится, ну, что цвет соответствует цвету самой птицы. А вот здесь, да? Да. Это черное дерево? Да, черное дерево, граб называется. Вот. Очень часто из него в основном заказывают. Например, вот для Зарины Капуриной есть этнопевица, наверное, ее знаете. Она Харсор, у нее это украшение. Да, псевдоним Белый Ворон. И, например, для нее делали из белого бивня вот украшения, серию. Она вот только недавно их получила, потому что приехала домой, как раз забрала. Ну, вот такие нюансы, да, бывают. Есть, да, в работе? То есть можно сделать из дерева, можно сделать из бивня, из... А есть люди, которые бивень мамонта боятся. Это, ну, я заметила, это больше северных улусов. Типа, ой, типа, бивень мамонта. Нет, можно, типа, из рога лося. Ну, там свои поверья какие-то. Сакральные значения. Свои какие-то истории там, может быть, семейные. Поэтому они предпочитают таких современных животных. Лось, олень. Попроще, да, так сказать. Хорошо, но вот мы видим, у вас там очень много кусочков уже, да? Это вот бивни мамонта, которые такими пластинками у вас откололись, да? Вот распиленные, допустим. Ну, иногда вот распиливаешь, и остатки вот небольшие остались. Вот, допустим, отличается по цвету этот более белый, вот этот более такой желтоватый. Ну да, вот желтый, белый видно, да? То есть а вот то, что этот гладкий, а этот шершавый, это что значит? Это просто распиливали на автомате, машинка такая специальная. И это следы от пилы, ну, от пилы, короче. А это я руками распиливала, более такой получился неровный тоже. Видно, вот, как пилилось. И сегодня можем сделать небольшую подвеску. Ну, так как я люблю делать птиц, как-то так получилось. Если мне в основном заказывают разных птиц, сделаем небольшую птичку. Хорошо. Как подвеску. Вот. Ну, для этого обычно я распиливаю такой кусочек. Очень часто бывают еще бивни. Например, я делала браслеты в виде птиц, и в этом плане очень хорошо играет то, что бивень имеет естественную выпуклую форму. Да, и она как раз по руке хорошо сидит. Тоже делала птички раньше. Ну, пока так что-то перестала делать. Вот. И сейчас попробуем, ну, это плоская, маленькую птичку. Давайте посмотрим, как работают вообще с бивнем мамонта. Ну, это, по сути, то же самое, то, что мы делали лошадку, но немножко по-другому. Тут можно просто нарисовать даже небольшую птицу. А вы всегда рисовали? Прям в детстве тоже прям хорошо так в школе у вас получалось это? Или все-таки творчество к вам пришло более в зрелом возрасте? Ну, я в детстве как рисовала принцесс без носа. Я помню, мой брат младший пришел и на моих принцессах нарисовал носы. Я помню, я очень была раздосована, не плакала, даже помнится. Вот здесь, например, бивень, он треснутый. То есть, и, возможно, здесь может быть трещина. То есть надо смотреть. Здесь, например, это была корочка, я ее снимала, и все равно вот такие следы остаются. Это же красиво. Ну да, некоторым, например, не нравится. Поэтому выберем более целый вариант. У вас полностью ручная работа, да? То есть все выпиливаете вручную, эскизы, естественно, вручную, да? Шлифуете все вручную. То есть это ваше личное убеждение какое-то, или же все-таки это просто потому, что, ну, пока у вас нет там тех или иных инструментов, или вот вы прям не хотите даже внедрять ничего нового, все хотите делать вручную? Ну, как сказать? Я, например, хожу, если очень крупный там, кусок надо распилить, я хожу к знакомым косторезам, прошу их распилить. У них есть инструменты, ну, у них мастерские большие, они могут мне распилить.
Но я стараюсь не очень часто ходить, потому что это тоже достаточно сложно. Вот. А маленькие я сама распиливаю. Вот. А так инструменты, вот, которые, они очень дорогие, и они опасные, во-первых. Я работаю дома, и, естественно, здесь я не буду ставить такой инструмент, потому что это опасно. Есть, да? Я даже, например, горелку очень долго себя убеждала, что, в принципе, я могу дома себя что-то там по мелочи паять. Потому что у меня дети, они очень любопытные, поэтому это как-то немножко напрягает, то, что ты работаешь внутри дома. Ну, в смысле, не отдельно где-то. Да. Поэтому у вас проще все вот ручные, да, инструменты? Да. И вот вы вот так вот... Ну, вот я нарисовала, допустим. Ага. Здесь у нас еще бивень, он, видите, он не прямоугольный, не ровный, тут сужается. Поэтому надо этот нюанс тоже учитывать, чтобы не получилось, что хвост совсем тонкий. Да, чтобы понятно. А вообще бивень мамонта, мы же знаем, очень плотный материал, да? Да, но если я заметила, брать такой совсем коричневый, он как дерево мягкий, более хрупкий. То есть коричневый Ну, это как бы разрушение бивня шло. Поэтому я тут включу, да? Да. Поэтому точно так же вот. То есть вот птичка готова, да? Сейчас мы ее будем тоже немножко делаем потоньше, потому что так она достаточно грубо смотрится. Вот, и будем снимать тоже наждачной бумагой. А бывает такое, что вот изделия из бивня, но мы же все-таки делаем маленькие, да, это вот больше на сережки, да, на кулончики, да, что они потом могут вот так треснуть и лопнуть пополам. Бывает, да, такое? Да, бивень он такой достаточно чувствительный. Хотя говорят, наоборот, же один из самых крепких материалов. Нет. Хоть что с ним делай, нет? Например, ванны там не стоит оставлять, где высокая влажность, возле батареи. То есть надо следить, чтобы не было перепадов температуры. Некоторые хранят в морозильнике, это, кажется, тоже не очень. Потому что они потом вытаскивают, он влагу там выделяет, которую впитал в себя. И может резко треснуть тоже. И вот здесь уже пошел запах, как в стоматологии, да? Да. Когда вот пломбу ставят, да, когда зуб спиливают, вот аналогичный запах, один в один. Да. У меня раньше родные приходили такие, фу, чем это пахнет? А сейчас уже привыкли. Опять мама там пилит. А во сколько лет вы первое свое изделие сделали из бивня мамонта? Где-то, не знаю, 36, 35. так Ну, уже, да? да, не очень. Почему не очень? Ну, А до этого, получается, просто даже желания не было, да? Что-то попробовать такое? Нет, ну, желание было, просто не было возможности. Но мы знаем, что у вас дядя косторез, да? То есть вы все равно, наверное, в детстве видели, да, как он работает с материалом? А, нет, он живет в Чукурдаке. Я там, говорят, в глубоком детстве была, но я не помню. Поэтому... Ну, Чукурдакская земля полна таких экспонатов, поэтому с материалом у вас, наверное, проблем нет. Ну, вот тут мне дядя отправлял, и я до сих пор экономно пользуюсь. Потому что у меня нет уже больших изделий. Да. То есть вы не делаете большие статуэтки, вы не делаете, да, какие-то картины, да, там, или еще что-либо. У вас больше украшения, поэтому расход материала у вас небольшой совсем. Да, поэтому рекомендую. Кто-то хочет начать, ну, можно начать с чего-то маленького. Да. Ну, например, вот эту старушку я хотела из бивня, но у меня не было такого материала Цельного, да? цельного, чтобы не было трещин и так далее. Поэтому мне приходила Егору Егорычу Степанов, это мастер тоже есть, косторез и по дереву работает. Он мне подобрал
рог лося. И поэтому бабушка вышла из рога И из него лося. я вот вырезала. У меня даже рога не было на тот момент. Вообще, мне нравится то, что среда общества косторезов, вообще ювелиров и кузнецов, они... Я когда первый раз просто пишешь незнакомому человеку, спрашиваешь совет, они просто давали совет. Не было такого, чем ты занимаешься, девочка, иди домой, да, там рожай детей, сиди дома. Нет, они очень так доступным языком объясняли. Или даже когда подписывались, они давали советы, там лучше сделать так, так будет экономнее, или еще там будет удобнее по поводу инструментов. То есть здесь, наверное, сыграла доброжелательность большую роль вот этих мастеров, и я их очень благодарю, до сих пор вспоминаю. Поэтому, возможно, у вас и желание-то не пропало работать, да? Да, потому что... С такими помощниками и советами, да? Да, и все равно там, ну, если, может, даже ты накосячила, они вслух не говорили, о боже, что ты за убожество, да? Да, что ты Ну, сделала. просто говорят там, ну, дельные советы, то есть всегда такое отношение было. А это, Достали кстати, следующий агрегат мы. Да, это обычная дрель. Да. Есть нормальные аппараты шлифовальные, но когда нет, и пойдет такое. То есть у него есть крепление для стола. Я могу, в принципе, сюда прикрепить, но сейчас не буду, поэтому так поставлю. И специально вот этот диск, ой, извиняюсь за пыль, он крепится. Специальные такие диски продаются под них. Клеишь на липучку. Ну, я делаю так, потому что обычно, ну, сейчас не будем этим заниматься. И просто шлифуешь. Первое время даже в ванной шлифовала, чтобы там легче пыль помыть, убрать. А так обычно, если делаешь что-то объемное, много, то пыль вот утром, ну, идешь к работе, и там до прихожей пыль лежит. То есть очень много пыли. А при помощи этих аппаратов она, конечно, не всю пыль собирает, но часть какую-то часть собирает. Напоминаем, что Марианна при работе использует станок для маникюра. Это вот она выпиливает. А здесь у нее пылесос, который использует в маникюрных салонах. Вот здесь у нее пыль всасывает. Это пылесос. Вообще надо, конечно, работать в маске хоть какой-нибудь. В очках. У меня есть, да. Но я знаю это у многих мастеров. Не любишь, когда рот закрыт, когда что-то Да. Комфорт превыше всего у мастера. Но это очень плохо на самом деле, потому что... Вот здесь у нее наковальня, да, у Марианны. Подушечки. Ой, что? Я видела недавно индийского электрика, и у него там он просто рассказывает. Я просто, когда дотрагиваюсь до проводов, я задерживаю дыхание, и бог электричества думает, что я не человек, и не убивает меня. И я просто часто задерживаю дыхание, чтобы Тоже не как он, втягивать себя. аналогично, Да. Так что в чем-то мы схожи в этом плане. Ну, конечно, когда большая работа, там, надеваешь маску. Немножко я тоньше сделаю. И посмотрим. А вообще, как считаете, почему вот бивень мамонта такой в цене, так сказать, вот в чем его особое отличие от других материалов? Почему? Ну, это доисторический, ну, ценный материал просто сам по себе. Это же мамонты. А в плане красоты, в плане носки, визуальной какой-то истории тут? Ну, можно же его спутать и с рогом лося того же, да, и, ну, не знающие люди же могут, да? Просто получается здесь дело все в какой-то некой статусности, да? Что Да, это это вот? статусность, наверное. Раньше же несчастные слоны убивались ради их бивней. И слоновая кость всегда была в цене и была доступна только богатым, ну, аристократии, богатым людям. А сейчас слоновая кость запрещена, ее нельзя ни вывозить, ни ввозить. Слонов мало.
И все равно в какой-то степени наши косторезы, я слышала, шутили, что мамонты спасают. То есть мамонтов нет, но они... В залежах найти можно, поэтому слонов Да. сохранили. Ну, небольшой узор я сделала. Тоже, Ну, а используйте все тот же набор для да. маникюра, да? Вот так вырезаешь. По одному разу достаточно, да, пройти? Уже да. выемка получается, да? Зависит от того, какой силой давишь. Мариана, а вот про эти скульптуры, это что за работы? Так, Ваших рук дело тоже, я так понимаю, правильно же, да? да. Это в каком я году делала? 22 или 23? Ну, короче, несколько лет назад скульптура. Это называется «Наследие». Девочка, ну, как будто из сундука старинного нашла шапку, джабака, да, называется, и украшение Илин Кебегер. И надела его На себя, да? на себя. Это вы, опять же, просто для себя сделали или на какую-то определенную выставку? Нет, это для себя. Мгм. И здесь вот фигурка лисички спящей. Как будущая невеста, но она еще маленькая, поэтому лиса спящая. Она же А это что за лиса, ребеночек? А это с дочки, как будто раньше же серьги огромные были, да? В музей ходишь, там с ладонь примерно. И типа ребенок рассматривает серьги прабабушки или бабушки. И это все из чего сделано? Это отливали в мастерской скульптора Николая Чучасова. Оно сделано из латуни, но специально патинировали. Потому что латунь, он золотистый оттенок имеет. Ну, здесь он не подошел бы. Очень интересно. То есть вот так легким движением руки проделали отверстие, да? Такое ощущение, что вы работаете не с гривнем мамонта, а с чем-то вот таким мягким, классическим, чуть ли не с тестом. Все так легко и просто. На самом деле это очень такой кропотливый труд. Ну, это благодаря инструментам, а в старину эти косторезы, они ручным инструментом Конечно, работали. это было все, наверное, по-другому, естественно. Да, я очень сильно сомневаюсь, что в 18 веке я бы хотела стать косторезом, потому что это, ну, действительно очень трудно. Сейчас отверстие чуть побольше сделаю. Вот кольцо, к сожалению, не самое блестящее, но так. Ну все, вот такая подвеска, потом это может превратиться в серьги, потом может превратиться в кулон, да? Для кого-то, может быть, будет брелок. То есть можно даже это, допустим, на веревочку сразу надеть. То есть самое главное, что это ручная работа, это птица, символ чего? Свободы? Да. Свободы. И самое главное, что это сделано из бивня мамонта. Красота, да и только, да? Мариана, спасибо большое за то, что сегодня рассказали нам о том, с чем вы работаете и как вы работаете. Конечно, у каждого костореза есть свои секреты, есть свои лайфхаки, да, скорее всего, обо всех них мы, конечно, не поговорим, но сегодня хотя бы вот так воочию восхититься тем, как хрупкая, маленькая девушка работает с такими тяжелыми вещами, работает настоящими мужскими инструментами, и все ей это в удовольствие. Самое главное, что человек нашел себя совершенно, да, в таком уникальном творчестве и сегодня живет этим и радует окружающих. Спасибо большое, Мариана. Спасибо. Мы, как всегда, желаем вам всего самого наилучшего. Ну и, конечно, не прощаемся. Мы надеемся, что еще какой-нибудь мастер-класс вы нам обязательно потом попозже проведете. Всего доброго.